Мы создали правозащитную организацию, и в эту правозащитную организацию помимо платков начало поступать очень много обращений граждан, верующих граждан, в части конкретно вопроса традиционный и нетрадиционный ислам в Республике Казахстан. И вы знаете, там в соцсетях, во всяких СМИ много-много таких вопросов поднималось, и это вот эти понятия, которые мы законодательство прошерстили хорошо, посмотрели, что таких понятий нет в законодательстве, ни в подзаконных актах. Вместе с тем это используется широко. Люди получают проблемы как на работе, так и дома, со старшими, там, вплоть до мечети. Біріншіден рахмет. Жалпы менің жанымда осы комитет басшылары отыр. Қазір сол комитет басшылары сізге қазір жауап береді. Добрый день. В Законодательства нигде нет, традиционно, нетрадиционно. Но это исторически, да, буквально я подскажу, что раньше, да, применялись такие термины: нетрадиционный ислам или нетрадиционные другие конфессии, например, да. Это считалось как-то больше относилось к новым, те, которые там к нам пришли из-за рубежа. Ну, это христианские, протестантские, там, неохристианские и так далее, и так далее. Здесь нетрадиционный ислам как бы не применяется, и мы тоже не применяем нетрадиционный ислам. Сразу скажу, вот последние несколько лет мы этого не применяем, потому что есть, так скажем, новые течения, не только исламские, которые сами придерживаются определенной религии, но при этом никакого как бы негативного влияния на религиозную ситуацию не оказывают. Поэтому мы как бы, и они имеют право по законодательству существовать и осуществлять свою деятельность. Поэтому мы неправильно будем говорить, потому что у людей неправильно складывается впечатление, когда говорят нетрадиционный ислам, это значит что-то неправильное, да. Но на самом деле нетрадиционное это не говорит об этом. Мы поэтому этот термин не используем. Я уже неоднократно и на конференции тоже говорил, что нетрадиционные не использовать, потому что под этим как бы негативный аспект подразумевается. А на самом деле много есть нетрадиционных, которые на самом деле новых каких-то религиозных объединений, но при этом они никакого негативного влияния на религиозную ситуацию не оказывают. А вопрос-то меры какие будут предприняты, все равно проблема же есть, и мы об этой проблеме заявляем. Нам очень много обращаются родителей и граждан. В смысле, мы сейчас этого не применяем, не используем нетрадиционный ислам. Я имею в виду меры, разъяснительная работа управлением по делам религии, теологам, которые работают. Это нам уже во все регионы направлялось, что не использовать такие термины, нетрадиционные и так далее. Я говорю, я уже неоднократно и на конференциях, и при религиозных объединениях об этом уже неоднократно говорил, что это неправильно использовать такие термины. Понятно. Ну, в общем, если к нам обращаются, мы, в принципе, есть у вас, наверное, какое-то разъяснение, которое вы высылали, мы бы могли его опубликовать в соцсетях наших, или же направлять точечно тому человеку, который обращается, чтобы он представителю управления по делам религии или теологу показывал: извини меня, в государстве, в правовом государстве нет таких понятий, поэтому оставьте меня в покое, пожалуйста, с моей практикой. Правильно? Правильно, каждый имеет право на свободу вероисповедания, поэтому каждый имеет право на свою религию. Придерживаться той или иной религии, либо не придерживаться никакой. Все понятно. Спасибо.